Доброе утро! Встречайте новый день без стресса на самой позитивной волне с программой Tango Fresh. Сегодня мы расскажем о том, как гаджеты влияют на психику детей, как правильно выбирать обувь и почему быть донором крови не только благородно, но и полезно. А гость нашей студии – Шахмурат Ордабаев, режиссер дубляжа диснеевских кинокартин. Шахмурат, доброе утро! Спасибо большое, что вы к нам приехали. Это очень для нас радостно и приятно. Тем более человек такой необычной, волшебной, магической профессии. Доброе утро! Спасибо, что пригласили. Да, я постарался привнести с собой всю атмосферу нашей творческой работы. Расскажите, пожалуйста, о своей профессии, что вы делаете, как это происходит? С 2009 года очень крутые голливудские проекты компании Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, Еврокорп и даже Базилевс, российская компания, Тимура Бекмамбетова. Все эти компании снимают картины, которые переводятся, дублируются на казахский язык в нашей стране. Как только я об этом узнаю, я сразу, по крайней мере, как только я узнаю, что они работают сейчас здесь, в столице, я просто бросаю все дела, бегу на кастинг. И, как сейчас помню, это был проект «Звездные войны». А это я просто фанат этой франшизы и попробовался на одну из главных ролей. Хотя так было так закрыто, ничего нельзя было говорить вообще, о чем проект, кто, будет ли он действительно на казахском или нет. Но я помню, что все это таинство, и впервые попал на этот проект, на этот кастинг и прошел на роль одного из главных персонажей, Финн. Это один из главных героев в «Пробуждение силы», проект «Звездные войны. Пробуждение силы». На казахском это называется «Жұлдызды соғыстар, күшті оянуы». Я вот как бы попал на главную роль. Я так как ликовал и прыгал, я, наверное, так очень всего, наверное, в жизни так ярко радовался, наверное, вот пару раз. И вот один из них, это вот когда я прошел на этот проект. С этого момента началось мое профессиональное участие в дубляже. А вообще сам этот кастинг, насколько он отличался от стандартных актерских кастингов, допустим, для фильма или для театра? Сложно было, вообще пугающе? Я могу сказать, что единственное, что я могу сказать, что это наверняка самый честный кастинг, который производится в Казахстане, который делается в Казахстане. Почему? Потому что голоса отбираются нашими представителями, артистами дубляжа, режиссерами, продюсерами этой компании, которая занимается дубляжом локально. Но окончательное утверждение голосов делает продюсер или представительство Disney в России. То есть голоса отбираем не мы сами, и у нас как бы не работает такая вещь, как он мой знакомый, этот мой братишка, этот хорошо заплатил. Нет. Поэтому кастинг самый честный. Он сложный, безусловно, он сложный, потому что, допустим, пригласи я вас на кастинг, я не даю вам возможности подготовиться, заранее текста я вам не даю. Так. То есть у вас не будет возможности там забрать текст, почитать его дома и прийти. Потому что я могу и персонажа даже не знать, да? Вы, конечно, вы можете его не знать. Вы приходите, потому что я понимаю, что ваш голос как бы приблизительно подходит, там, условно говоря, на «Черную вдову». Вы пришли на «Черную вдову». Но вы не знаете, какая это сцена, вы не знаете, какой текст я вам наверняка дам. Конечно, это, наверное, слишком жестко для тех, кто никогда не занимался дубляжом, поэтому мы по возможности делаем какие-то такие объясняющие моменты, допускаются. Но для профессионалов нет. Ты видишь сейчас, ты просто должен попасть в этот момент, здесь и сейчас. Почетно ли быть донором и что необходимо знать об этой процедуре, расскажет наш журналист Дамир Хайдар. По статистике, каждому третьему хоть раз в жизни переливали донорскую кровь. Стать донором – почетная привилегия. Донорство оплачивается и для тех, кто готов на эту процедуру. Сегодня мы покажем, как безболезненно стать донором. Практически в каждом городе есть пункты приема донорской крови. Там вас встретит администратор, который ознакомит с процедурой, поможет заполнить анкету и зарегистрироваться. Донором может стать абсолютно здоровый человек, достигший 18-летнего возраста. Вес его должен составлять не менее 50 килограмм. При себе, при приходе в наш центр, он должен иметь удостоверение личности. Если человек не имеет абсолютных противопоказаний по здоровью, и не состоит нигде на учете по состоянию здоровья, он может быть донором. Чтобы подготовиться к донации, ему нужно за день до донации отказаться от жирного жареного острова, исключить молочные продукты, также исключить алкоголь и любые анальгетики и аспирин содержащие препараты.
Бесплатный медосмотр, разгрузка организма, здоровое сердце, улучшение иммунной системы, выведение лишнего железа из крови, продление жизни – это та польза, что может принести постоянное донорство. Ведь это не только благородно, но и полезно. После того, как мы сдали все анализы и терапевт допустил нас на донацию крови, в течение 7 минут мы сдаем кровь в размере 450 мл. Востребованы все группы крови. За 2020 год мы провели такой небольшой анализ в процентном отношении. У нас получилась востребованность первой группы крови 34%, второй группы крови 30%, третьей 25% и четвертой 11%. Вот такая востребованность. Кстати, в центре соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы. Вход и нахождение в центре обязательно в масках. На каждом этаже установлены антисептики. Соблюдается расстояние между посетителями. Сам я сдаю кровь с 2012 года, и с данного года я стараюсь как можно часто в целом сдавать кровь, для того, чтобы было очищение организма, это раз, а во-вторых, это помощь для других людей, и в-третьих, это в целом во благо для себя. После процедуры вам выдадут справку о донации, по которой можно получить 2 выходных дня. Еще один бонус сдачи крови – это бесплатные анализы на инфекции гепатит В и С, ВИЧ и сифилис, результаты которых донор может получить на следующий день. Интересен такой момент. С тех пор, как мы стали озвучивать на казахском языке фильмы, мультфильмы, стали ли они популярнее? К сожалению, так прям сильно популярность не возросла. Есть, конечно, успехи, начиная с начала старта проекта до нынешнего. У нас даже есть кассовые рекордсмены среди казахских картин, именно озвученных. Есть свой успех, и зритель всегда есть, но не так, как этого хотелось бы. Как хотелось бы, да, блин, очень хочется, чтобы... Я просто хочу, чтобы... Это прям моя мечта, чтобы любой человек со своим, допустим, ребенком приходит в кинотеатр и выбирает любую картину, которую он хочет посмотреть. И единственный выбор, когда он выбрал эту картину, перед ним стоит единственный выбор, на каком языке его посмотреть. Вот и все. В смысле, я сейчас никак не против русского языка, никак не против оригинального английского языка. Я просто хочу, чтобы у человека был выбор посмотреть его на каком угодно языке. Возможно, когда у нас появятся свои стриминговые платформы, Возможно. у нас уже будет и несколько вариантов компаний, которые озвучивают, да, так Да. как даже на пиратских сайтах российских и Да. на непиратских, которые работают по подписке. И, возможно, у нас тоже будет. Я думаю, что, кстати, это вообще хорошая идея для каких-нибудь предприимчивых людей. Ну да. А ваш ребенок пользуется смартфоном или планшетом? Проводить больше 2 часов за гаджетом вредно для детской психики. Чем это опасно? Давайте узнаем вместе. Виртуальная зависимость приводит к замедленному развитию речи и психики. Дети теряют чувство реальности, перестают обращать внимание на внешний мир, а просмотры видеоконтента демотивируют общаться с родными и друзьями. Когда родился мой средний сын, сейчас ему 5,5 лет, когда ему исполнилось 2 годика, я стала давать ему сотку и планшет. Думала, ребенок будет смотреть развивающие ролики, быстрее научится говорить. И, честно сказать, мне было удобно, потому что я могла заниматься чем хочу, по дому что-то сделать. Думала, он меня не отвлекает. А потом я стала замечать, что это стало в зависимость переходить. Он стал залипать на сотку, на планшет, часами мог смотреть. Потерял интерес к игрушкам. На улицу даже его было не затянуть. С друзьями перестал играться. На мой взгляд, гаджеты, они отдаляют детей от их родителей. И в конце концов это может привести к тому, что их друзья и те люди, которые их понимают, персонажи, будут там, в телефоне, а родители будут не авторитетные. Поэтому дети уходили в детский сад. Они рисуют, лепят, гуляют, смотрят на этот мир. Выходные наши как проходят. Мы
ну, тоже гуляем, ходим там в бассейн, в театры, я им читаю, они слушают аудиокниги. Когда родители забирают телефон, дети кричат и плачут. Это признак невыстроенных границ между ребенком и родителем. Психологи знают причины интернет-зависимости и как с этим бороться. Вообще уход в гаджет – это сливание или уход в симптом тревожности, симптом того, что что-то очень сильно беспокоит. И так ребенок, он уходит туда и начинает для себя какие-то такие стимулирующие, для стимулирования себя игры играть. Ребенок с удовольствием откажется от гаджета, если у него будет очень качественное общение, то, которое ему нужно, подходит. То есть, когда взрослый, например, общается и слушает, слышит ребенка. Ребенок уходит в виртуальный мир, когда не чувствует себя услышанным. Взрослым стоит обращать внимание на настроение и переживания детей. Доверительные отношения строятся на эмоциональной поддержке и любви. Зависать в интернете неинтересно, когда у тебя понимающие родители, которые сами не страдают такой зависимостью. Ароматные специи и соусы, мясные деликатесы, вкуснейшие восточные сладости и огромный выбор сухофруктов. Только натуральная продукция для алматинцев и гостей города. Ярмарка «Дары Краснодара» ждет вас. Гранд Парк, улица Кабдолова, 1. А есть ли в дубляже место импровизации для актера? Конечно, абсолютно. Там импровизация допускается ровно там, где изменение текста не влияет на сюжетную линию. Мы вставляли и песни, и стишки, и даже Розу Румбаеву однажды вставили, когда персонаж из мультфильма «Ральф» набирал в гугле на букву «Р». Он набирает «Р», знаете, автовсплывашка, набираешь «Р», и появляется вариант. И он набирает «Р», и этот человек начинает говорить «Ар», типа там рубашка, там ремень, там, ну, все что угодно. И типа часто всплывающий вариант на букву «Р» — это Рымбаева. И мы решили это вставить. Наши коллеги из России тоже как бы нормально отреагируют, потому что Росконшины и там знают, Конечно. и у нас знают. Все такие, ну как, да нет, вообще Всё без нормально. проблем. В Казахстане в Гугле можно написать «Роза» и появится Рымбаева, это логично. А в «Холодном сердце» мы в качестве цитаты использовали несколько строк из произведения Абая. Не потому что, и тут тоже не было локального нарушения, потому что это Эрендел Абай, это казах, нет. Потому что Абай давно ушел в народ, его произведения давно ушли в народ, то, что он говорит, его стихи, это сейчас часть жизни большинства людей, которые его читали. Поэтому в те моменты, когда нужно было говорить о любви, там что-то такая какая-то лаконичная фраза была: «Прости, что я тебя оставила», а он отвечает, типа: «Я понимаю, что такое, я понимаю, какая крепкая у нас любовь, и она не требует слов». Так много, как-то все так сложно было, и тут пришла просто фраза в голову, кстати, вот моего коллеги, он говорит: «Гашыктын тілі тілсіз тіл». И эта фраза, она просто идеально легла по смыслу, по произношению, по липсингу. Эта фраза должна была быть там. И такая импровизация, особенно такая импровизация, скажем так, светлая, она просто должна быть там, она нашла свое место, и со зрителем-то это тоже сработало. Но мне кажется, это напоминает, допустим, даже название фильмов переводят, это всегда художественный перевод, то есть который адаптируется под определенную аудиторию. Так и есть. Вот я так понимаю, что в дубляже тоже задача актеров и там режиссера дубляжа состоит частично в том, Конечно. чтобы именно для этой аудитории сделать Да, это мы наиболее называем, понятный да, текст. все верно, мы называем это локализацией. Есть поверье, что родинки на теле – это отметины из прошлых воплощений. Зная их значение, вы научитесь лучше понимать себя, своих родных и друзей. Но что, если взглянуть на них с точки зрения здоровья кожи? Предлагаю узнать мнение специалистов. Чем больше родинка, тем большее процветание или несчастье уготовано человеку. Если родинка круглая, она означает добро, продолговатая – к удачам, угловатая – смесь и хорошего, и не очень. Психосоматик Маргарита Байкина при расшифровке родинок опирается на китайскую астрологию. Родинки, которые находятся в районе бровей, это всегда про деньги. Если многие заметили, у Анджелины Джоли есть родинка сверху брови. И она говорит о стабильном материальном
доходе. Если родинка есть где-то в районе шеи, это говорит о том, что у человека нет гибкости, и он не может, с ним сложно договориться, наверное. А родинки на руках, особенно на внешней стороне частей тела, говорят о том, что человек очень работящий. Родинки – это всегда, наверное, про какие-то эмоции. И родинки – это не хорошо и не плохо. С точки зрения медицины причин появления родинок может быть несколько. Наследственность, чрезмерное нахождение под солнцем и гормональные изменения. В результате стресса, болезней, родов могут как появляться новые, так и исчезать старые родинки. Чтобы избежать неприятных последствий, лучше обращать внимание на любые изменения и образования на коже. Думать о том, что это какая-то карма, конечно, не нужно. Лучше подойти к врачу, пройти обследование. Возможно, вам и не нужно ее убирать. Просто вы убедитесь о том, что это новообразование у вас доброкачественное. Но есть новообразование меланомы, злокачественные, да, базилиомы, когда обязательно надо обратиться уже к онкологу. То есть здесь удалять не решение проблемы, здесь должен онкохирург назначить вам комплексное лечение. То есть есть новообразования, которые опасны для вашей жизни, для вашего здоровья. Родинка безопасна и может приносить удачу до того момента, пока не поменяет свой цвет. Чтобы поставить верный вердикт, при диагностике используется специальная аппаратура – дерматоскоп. Своевременное обращение к врачу позволит вам удалить родинку наиболее приемлемым для вас методом, так, чтобы это было безопасно для вашего здоровья и при этом вы получили максимальный эстетический эффект. Нам кажется, что наполнив жизнь ребенка вещами, мы закроем зияющую пустоту. Но это не так. Ребенку нужен пример, друг. Человек, благодаря которому он обретет уверенность и твердо встанет на ноги в этой жизни. Присоединяйтесь к проекту и измените жизнь ребенка из детского дома. Наставники, дети вас ждут. Сейчас мы проверим, как вы запомнили всех своих героев. Ага. Поиграем в игру. Ага. Мы включим вам отрывки из ролей, которые вы озвучивали или не озвучивали. Ага. И проверим, как хорошо вы их запомнили. А отрывки на каком языке? Где вы, а где не вы. На казахском. Окей, окей. Мы готовы? Ага. Seni bayıta alamын. Ханшайымды таңғалдыратындай бай боласың. Көрмекші адамсың. Первый был Аладдин, это был Джафар. Джафар озвучил Нурлан Алимжан. А второе это Нет из Человека-паука, я его озвучил. Пухляш такой. Да, именно. Хорошо. Көрмекшілерді басқара аласың ба? Жоқ, Нет, жоқ. Оны да танисың ба? Әрине танимын. Киіп көрсем бола ма? Тамаша. Сиқырлы қармағымен күнді баяулатып, теңіз түбінен аралдарды алып. Первый опять же был Нет, он говорил с пауком, паука озвучил Зангар. А второе был Мауи из Муаны. В этом проекте я не участвовал, только кастинг-директор. А жаль, мне кажется, вам очень бы пошло. Там получился отличный Мауи, кстати. Так, поехали дальше. Сұрағым бар. Біздің өміріміз үнемі осындай қалыпты бола ма? Это Олаф, я его никогда не забуду. Как вы вот, мне кажется, в жизни же часто бывает, когда мы даже хотим выразить эмоции, но мы пытаемся себя сдержаться и так сдавливаем голос, а здесь ведь нужно по-настоящему вопить. Ну да, это нужно кричать. Ну просто, знаете, я просто понимаю этого бедного Олафа. Он ведь не человек, его собрали из снега, и все его воспоминания на уровне там типа 3 лет. Олафу фактически, кстати, 2 или 3 года. Его собрали за этот период. Он очень эмоциональный, он не понимает, что можно говорить, что нельзя. И когда, конечно, он видит какие-то очень странные явления, он реагирует как ребенок. Поэтому это естественная эмоция. Это Олаф, Олафа я люблю. Прекрасный герой, вообще любимый для многих. Ну, поехали дальше. Жоқсыну, жоқ болса жоқ. Ырбақай, ырбыңдату, ырғақ. Это момент из проекта «Ральф».
Ральф, Ванилопа и Ноусвеа, ну, то есть персонаж Гугла, типа аналог Гугла, они между собой переговаривают. В этом проекте я озвучил другого персонажа, небольшого. Но в этом куске его нет. Верно. Дальше. Шығара алмаймын, өзгертудің не қажеті бар? Бәрібір математика, бәрібір есеп. Ага. Это суперсемейка. Это разговор мистера Исключительного и его сына. Да, там они решают математику. Да, именно в этом отрывке меня нет, но в этом проекте есть. Этот как раз то, о ком я говорил, это Эдна Мод. Да. Я ее озвучил. Хорошо, поехали дальше. Қабілеттеріңе сай адам болғың келе ме? Это очень крутой проект. Это проект называется «Душа» от Pixar. Он музыкальный, он очень крутой. Я здесь озвучил небольшие эпизодические персонажи, но в этом проекте я был музыкальным редактором. Я следил за музыкальной частью. Это очень крутой проект. Здесь меня нет. Империя барлығын өз қолына алды. Ешкімге амал қалдырмайды. Первый кусок — это не студийная запись, но текст Да. из «Звездных войн». Это очень круто, спасибо. Здорово. На самом деле интересно, что можно настолько сильно играть за голосом, настолько это все по-разному, что даже и мысли не возникает, что это один человек, поэтому потрясающая работа. Да, Здорово. спасибо. Вот бы сейчас съездить на отдых, да так, чтобы еще хорошенько поправить здоровье. Бауыржан Сыздыков знает, где можно совместить лечение и релакс, и готов поделиться этими знаниями в рубрике «Демалайка». Сегодня мы с вами узнаем не только, как хорошо отдохнуть, но и где получить качественную реабилитацию от ковид. Мы отправляемся в Боровое, чтобы посетить лечебно-оздоровительный комплекс Окжетпес. Он вошел в число лучших санаториев по версии Европейской курортной ассоциации. От Нур-Султана до жемчужины Казахстана Борового всего 2,5 часа езды на автомобиле. Комплекс Окжетпес принимает гостей круглый год, а изумительная природа и хвойный чистый воздух настраивают на то, что лечение точно будет эффективным. Медицинского центра управления делами президента санатория Окжетпес в этом году 55 лет. Со дня образования до сегодняшнего дня было очень много сделано. Еще впереди еще много стоит задачей. За 55 лет свой уровень санатория поднял. На сегодняшний день наши гости, отдыхающие, каждый год, которые приезжают, очень довольны. Природа, грязелечебница, минеральная вода, радоновая вода, которые наши отдыхающие, гости с удовольствием приезжают. Есть хомозалечение, другие лечения очень много, прогулки пешеходом, Киринкуры, там люди до 5 до 10 тысяч шагов в день делают по рекомендации наших врачей. Постоянно наши гости семейные, да, которые с детьми приезжают во время каникул. У нас сами вот только на прошлой неделе, когда каникулы были, столько детей было. Поэтому для семейного отдыха очень хорошо. Санаторий также оснащен современной лечебно-диагностической базой. Здесь лечат заболевания позвоночника, суставов, сердца и сосудов, гинекологии, эндокринной и нервной системы. А с 1 августа 2020 года комплекс принимает на реабилитацию переболевших COVID-19 и пневмонией. В программу реабилитации входят основные аспекты, которые направлены на улучшение функции внешнего дыхания пациента, адаптации, повышением иммунных сил. В связи с этим мы применяем следующие виды лечения. Это спелеотерапия, которая соляная шахта, ингаляции с различными видами трав, ингаляции с бронхолитиками, лекарственные средства с минеральной водой и с фурцелином. Кроме того, большой популярностью у нас пользуется дыхательная гимнастика. Индивидуальная программа применяется для каждого с учетом показаний, противопоказаний, сопутствующих заболеваний. Поэтому программа обширна. В среднем где-то применяют 6-8 лечебных процедур.
Недавно в санатории появился биоэнергомассажер, который пользуется огромной популярностью среди отдыхающих. Биоэнергомассаж – китайская технология, вот так выглядит сам аппарат. Самое главное – это увеличиваем кровообращение по всему телу, усиливается иммунитет, убираются все болевые ощущения, спазмы, выводится холод с организма, улучшение сна и многое другое. Также санаторий приобрел аппарат для проведения чекап. Это скрининговый метод обследования, который дает возможность за 4 минуты узнать полностью о состоянии здоровья. Сам аппарат российского производства, то есть позволяет нам быстро, качественно обследовать пациентов, то есть отдыхающих. И в дальнейшем мы можем уже после проведения этой процедуры индивидуально, персонально подобрать те или иные методы лечения. А затем также можем это проконтролировать, то есть насколько эта процедура эффективна. Современные технологии дают возможность узнать все о комплексе, не выходя из дома. Для этого есть сайт, на котором представлена информация о лечебных процедурах, ценах и досуговой программе. Здесь же можно забронировать понравившийся номер. Конечно же, мы для гостей сделали удобство, то есть они могут также оплатить онлайн-бронирование, могут оплатить там при заезде какую-то часть, да, предоплату вносить. У нас есть также функция, то есть гости могут оформить себе отдых в рассрочку. В нашем санатории предлагается для пациентов, для наших гостей заказное меню, в котором каждый гость может выбрать для себя блюдо, которое соответствует либо его вкусовым качествам, потребностям, либо с уклоном на какую-то диету, которая предписана доктором. Это наш основной зал. Он рассчитан на 100, на 120, то 30 посадочных мест. В связи с такой ситуацией, которая сейчас складывается, мы открыли второй зал, еще на 80 человек, для того, чтобы соблюсти все санитарные нормы. Между столами, между посадочными местами мы везде 1,5-2 метра выдерживаем. Сейчас вы видите, уже зал накрыт предварительно к обеду, еще готовится, и через полчаса сюда уже зайдут люди и будут уже принимать пищу. Ту, которую они заказали по заказному меню. Вот, мы тоже с супругой связаны наша деятельность с компьютером, целый день сидим за столом, вот, поэтому приняли решение все-таки провести профилактическое лечение в нашем оздоровительном центре УЖИТПИС. Вот, ну и не пожалели, для нас стало очевидным высокий профессионализм сотрудников данного заведения, учтивость всего персонала к просьбам. Большинство заболеваний сейчас помолодело. Вот, и гиподинамия, сердечно-сосудистые заболевания, даже онкологические заболевания очень много. Поэтому весь спектр услуг, которые здесь оказываются, они как раз-таки нацелены на то, чтобы предотвратить в корне все эти заболевания. Наш санаторий специально предназначен для семей, можно сказать, так как для детей у нас есть специальная программа, то есть с ними работают уже дипломированные преподаватели. Также есть в данный момент, сейчас все дети у нас учатся, скажем, на удаленку перешли. И в связи с этим мы даже позаботились об этом. Мы создали специальную комнату, где есть выход в интернет, и наши маленькие дети могут также обучаться. 2 года назад получили сертификат Евростандарта, Евроспа. Это означает СНГ или Средняя Азия, один из первых санаторий, которые получили мы. Это через каждые 3 года будет подтверждаться. В следующий год мы будем опять готовиться, сертифицирован. В 2017 году объединили под единым флагом УЖИТПИС Алмата Резорт. На сегодняшний день 5-звездочный филиал УЖИТПИС. И Российской Федерации есть, в Синтуке есть Казахстан санатория, тоже наш филиал. 3 санатория, уже 4-й год под единым брендом работаем. Единое все лечение, а также под меню для ресторанов. И база одна. Каждый раз искать, и какие наши гости, пациенты, отдыхающие в каком году, какие лечения получали. Не надо друг другу бумажные варианты передавать, они все на базе хранится, и по базе мы смотрим. Сейчас мы уже практикуем обмен опыта,
Например, Солжикпес Бурабай ездит в санаторий Алматы. Санаторий Алматы приезжает сюда, повара, официанты, сервис-служба, наши маркетинг, менеджеры, все работают как друг другу для обучения. А также санитарные нормы соблюдаем, проверяем температурный режим, масочный режим. К нам строго все приезжают, все наши отдыхающие с анализами ПЦР, поэтому по линии безопасности, которые к нам заезжают за территорию уже к нам, все с анализами ПЦР. Сегодня мы узнали, как работает лечебно-оздоровительный комплекс Охджетпес. Здесь каждый гость найдет для себя необходимое лечение и отдых, окунется в заботливую и уютную атмосферу, которую создают в нем настоящие профессионалы оздоровительной системы казахстанского здравоохранения. Шахмурат, а вот здесь интересный момент. Что касается, допустим, перевода. За это отвечает ваша студия? И есть ли какой-то, я так понимаю, что должен быть именно лицензированный перевод? То есть расскажите вот этот вот момент. Мы получаем исходный текстовый материал от самих создателей фильма, от продюсеров. Но не на казахском языке, Нет, конечно, естественно. абсолютно нет, конечно. Мы получаем полностью исходный материал, и у нас целая команда, особенно, скажем так, я очень люблю нашу команду, которая работает с текстом. Это, в первую очередь, конечно, это наш переводчик, который вот с английского делает подстрочный перевод, где она, не вкладывая в это, скажем, что-то свое индивидуальное, я думаю, что это значит. Нет, она буквально исследует, что это означает, и дословно нам все это объясняет. Это такая, скажем, сухая информация. После этого процесса следующий этап — работы нашего редактора. Литературный редактор превращает все это в более или менее художественную форму. Потому что так как переведено сухо, нельзя читать. Он понимает, о чем идет речь в переводе, сохраняет этот смысл, но преображает это в литературно-художественную форму. В живой текст. Ну да, так, чтобы это было понятнее, что так говорят в жизни. Да? Следующий этап, и, возможно, один из самых важных, это укладка текста. Липсинг, укладка текста, то есть по движению губ персонажа, по его паузам, по длине фразы и так далее. Кто это делает? Укладчик текста. То есть это не актера задача, да? Нет, конечно, это третий человек. Он подготавливает текст, уже адаптированный текст укладывает по длине фразы. Там, допустим, персонаж говорит «Oh, no, I don't want it». И он под эту... А у нас написано, допустим, «Нет, нет, нет, не хочу я этого». И надо понимать, что нам нужно уложить по фразе все, и мы все по этой фразе все и укладываем. Типа «О, нет, я не хочу это». «Ну, нет, только не это». Когда актер начитывает свою роль, вы находитесь рядом всегда как режиссер дубляжа? Я вы вообще слушаете, с самого начала, с самого, скажем, появления первого трейлера, а трейлер приходит вообще типа за полгода до проекта, и до окончательного сведения от начала до конца за проектом слежу я. Сколько занимает времени полностью вот от кастинга и заканчивая отправкой уже в Великобританию всех дорожек? Работа начинается не с кастинга, а с получения самого материала, то есть изучения и первые переводы. В целом на один проект может уйти около 2 месяцев. Около 2 месяцев. То есть, по сути, это такой же процесс, как вот кино снимают, его снимают. Вы знаете, там, что 2 мы, месяца. по большому счету, мы являемся в процессе постпродакшена самой картины. То есть вы являетесь настоящей полноценной частью вообще всего этого живого процесса. Я думаю, что мы сами так думаем, и это делает нас счастливыми. Как говорила Мэрилин Монро, дайте женщине пару хороших туфель, и она покорит мир. Да, красивая обувь действительно способна преобразить даже не совсем удачный образ, но неправильно подобранная пара может испортить не только походку, но и здоровье. Подробности далее.
Некачественные или неподходящие туфли способны омрачить жизнь мелкими, но досадными неприятностями, такими как мозоли. Помимо этого могут возникнуть и куда более серьезные проблемы – заболевания вен, суставов, мышц и даже позвоночника. Поэтому при выборе обуви учтите следующие рекомендации. Самый удачный выбор обуви является обувь из натурального материала. Рекомендуемые такие, как натуральная замша, натуральный нубук, натуральная кожа и натуральный текстиль. Кожа ноги дышит в этом материале, и она не препятствует естественному теплообмену. Мы с нашими коллегами предлагаем нашим клиентам всегда пройтись по примерочной зоне. Для чего? Для того, чтобы вы убедились, что размер обуви вам подходит, что они не чересчур свободные, они идеально лежат по вашей ножке. Самое главное, примеряя обувь, большой пальчик должен соприкасаться со стенками обуви, но при этом не вдавливаться. Не стоит покупать новую обувь утром. К вечеру ноги, как правило, слегка отекают, и приобретенные с утра туфли могут показаться тесными. На каждый день лучше всего предпочесть обувь на небольшом широком каблуке. Высота каблука зависит от размера ноги – от 2 до 4 см. Страсть к высоким каблукам может отрицательно сказаться на вашем здоровье. Многие люди, стараясь показать свои ноги меньше размером, начинают носить неправильную обувь. Меньше размером, пальцы сдавливаются, узконосую обувь, пальцы сдавливаются и начинают деформироваться. Естественно, площадь опоры уменьшается. Начинается давление или больше на внутренние края стоп, или на наружные. И получается, что тяжесть тела распределяется неравномерно, происходит нестабильность в коленных суставах, тазобедренных и позвоночном столбе. Лучше всего, чтобы каждая пара повседневной обуви имела супинаторы и стельку. Их задача – поддерживать нормальные своды стоп. Это позволит избежать плоскостопия. Для людей, у которых есть деформация стоп, мы делаем индивидуальные стельки. Они имеют кожаную здесь основу. Здесь вот эта часть пластиковая, которую мы разогреваем и формируем точно по ноге человека. Есть вот такие универсальные стельчики. Они рассчитаны на человека, у которого проблем со стопой нет, но человек очень много ходит пешком. Нередко мы покупаем обувь, руководствуясь только ее внешним видом. Нам важно, насколько привлекательно и модно она выглядит. И зачастую забываем, от того, что мы носим на ногах, зависит наше здоровье. Ароматные специи и соусы, мясные деликатесы, вкуснейшие восточные сладости и огромный выбор сухофруктов. Только натуральная продукция для алматинцев и гостей города. Ярмарка «Дары Краснодара» ждет вас. Гранд Парк, улица Кабдолова, 1. А вам интереснее кино озвучивать, допустим, те же марвеловские, допустим, выпуски, да, которые супер популярны, Ну да. или мультфильмы? Мультфильмы. Мультфильмы? Да. Мультфильмы озвучивать сложнее. Тут такая интересная грань, что в кино они чудесные артисты, у них Они очень... сыграют да, всё лицом, да? они все чудесные артисты в кино, они знаменитые, дорогостоящие и так далее. Но они как бы сыграют, но дело в том, что Pixar нарисует лучше. Я сейчас попробую точнее объяснить. Нарисованные картины, типа, там, допустим, головоломки или Зверополиса, персонажи, они нарисованы настолько круто, и они в этом нарисованном виде играют настолько хорошо, что люди так играть не умеют, будто бы, понимаете? Да. Игра настолько высокого уровня. Посмотрите любой пиксаровский или диснеевский проект за последние 15 лет, вы убедитесь, что каждый персонаж, если особенно смотреть им в глаза, они так круто прорисованы, проделаны, это настолько тонкая работа, что зачастую, я не говорю, что все, но зачастую не каждый актер сможет так сыграть. И в озвучке кино есть грань. Нельзя выйти за грань этого персонажа, потому что есть человек... Переборщить? Да, нельзя переиграть Тони Старка. Тони Старк — это его харизма, и это человек, у которого... Это человек. И все равно, наблюдая за кино, вы чувствуете его биографию. Помимо того, что вы видите Тони Старка, вы чувствуете биографию Роберта Дауни-младшего. И поэтому перешагнуть эту грань нельзя. Нужно работать на уровне его персонажа.
А если это анимация, то это вымышленный персонаж, у которого нету закулисной жизни. Он живет только там и только сейчас, да, в этом проекте. У вас больше свободы, больше... Вы можете утрировать, вы можете больше подурачиться, чем... Там в мультфильмах кто-то прыгает, ликует, он растягивается, он взрывается. Вы можете вложить это больше эмоций, потому что человек такое в кино не сможет сделать. Ваши рисунки расскажут больше, чем вы думаете. Арт-терапия – это относительно новый метод лечения через искусство. О том, как проходят консультации в таком формате, узнаем прямо сейчас. Арт-терапия – это сочетание творчества и психологии. Я решила записаться к арт-психологу и проверить, что же это такое. Давайте посмотрим, что скажут обо мне мои рисунки. Арт-психологи решают вопросы разного характера. Люди приходят, когда чувствуют усталость, испытывают апатию. Подростки консультируются, когда не знают, куда пойти учиться. А некоторые обращаются к арт-психологу, когда в жизни случилась трагедия. Многие думают, что арт-терапия – это только для детей или только для женщин, которые умеют рисовать. На самом деле арт-терапией занимаются абсолютно все люди. Кто вот чаще всего обращается к арт-психологу? Я провожу арт-терапию именно по корпоративной, для взаимосвязи между сотрудниками и руководителями. Также проводим для реабилитации детей и реабилитацию взрослых в период послеоперационного периода, такие как кардиологические проблемы, после инсульта. Очень легко восстанавливаться через арт-терапию. Стресс и переживания – сигналы, на которые стоит обращать внимание. Специалисты уверены, эмоциональное давление ухудшает здоровье тела, приводит к появлению трудноизлечимых болезней. Техники арт-психологии помогают не доводить себя до такого состояния. Я закончила свой рисунок, мне уже не терпится узнать, что все это значит. Давайте теперь потихонечку будем раскрывать. В первую очередь расскажем про линии эмоциональные. Очень у тебя рисунок. То есть у тебя есть в жизни перепады, плюсы и минусы. Когда у тебя очень хорошо и очень плохо. Это говорит вот эти линии, которые идут вверх и вниз, вверх и вниз. Очень мало у тебя спиралей и кручевидных линий. Это очень хорошо. Это значит, ты не останавливаешься на какой-то проблеме. Ты просто переходишь в дальнейший уже другой этап. Рисунки в арт-терапии – это не просто красивые завитушки. Они передают эмоциональное состояние человека благодаря яркой палитре красок. Арт-терапия – это выбор тех, кому сложно говорить о своих переживаниях с незнакомым человеком. Потрясающий, интересный диалог. Вам большое спасибо. Вам спасибо, что пригласили. Ну, хотелось бы, конечно, все-таки вот у вас есть шанс. Зрители наконец-то могут увидеть человека, который стоит за кадром, который озвучивает, который режиссирует дубляж. Зрители могут его увидеть и совместить лицо и голос. Вы можете обратиться, может быть, дать какие-то советы или что-то подсказать. Приглашаю всех смотреть любое крутое голливудское кино, диснеевское кино на казахском языке. Ну а я желаю вам прекрасных и плодотворных выходных. Далее смотрите наш сериал «Стажер». Увидимся на следующей неделе. Что, стажер? Опять что-то не получается, да? Я уже не стажер. Нет, ты стажер. И ты будешь стажером до тех пор, пока не придет новый стажер. Так, ребята, у меня есть хорошая новость. Сюжет, который снял Төлеген Сдамели, попал в список номинантов Golden Dove. Ух ты! Точно. Круто! Будешь хорошо работать, ты уже получишь. Международная премия журналистов Golden Dove.
Я как Иманбек на Грэмми, только в сфере журналистики. Обязательно обмыть. Насчет финансов не переживай, все уже с меня. Ребята, внимание! Сегодня у моего ученика важный день. Голден получил DAF. Вот. И, как говорится, птенчик стал орлом. Может, вот так вот сделать. Вот. И приглашает он, собственно, нас на праздничный обед. Толиген, еще раз искренне поздравляю. Надеемся на твою победу. И на этом фоне будет куча звонков от других журналистов, но первое эксклюзивное интервью ты должен дать нам. Хорошо? А можно я за это возьмусь? Толиген, мне кажется, первое интервью ты должен дать более опытному специалисту. Сами решайте, хорошо? Не то, чтобы я тебе не доверяю, просто я в этой сфере уже как лет 6, поэтому мне ты Ровно в можешь 14:00, девочки. доверять. 14:00. 14:00. Камера есть? Толиген, расскажите о ребятах, о которых вы снимали сюжет, о их проекте. Но эти молодые люди, они очень талантливые. И что самое важное, у них есть большие амбиции. Можно стоп? Стоп. Все нормально? Айгири, мне кажется, ты задаешь не те вопросы. Не те? Как не те? Ну, понимаешь, ты должна спрашивать о том, как я нашел этих ребят, в первую очередь. Как я додумал этот сюжет. Как они стали знаменитыми, как я сделал их знаменитыми. Да и фон какой-то черный мне не нравится. Пойдемте там на студии снимем лучше. Кайсар, пойдем, там есть фон, на котором еще никто не снимал. Хорошо. Готовы, да? Да, идет. Кайсар, тестовую съемку сделай, хочу взглянуть на себя. Ну, глянь. Стул подвинь правее. Давай, давай. К зеркалу подвинь. Достаточно? Ага. Нет, ты это видел? Это как бы мой сюжет. Я понимаю, его номинировали на Golden Duff, но это все-таки мой сюжет, мой. Да, нам кажется, что Толиген слегка зазвездился. Так? Начнем? Да, начнем. Толиген, расскажите, как вы пришли к такому сюжету? Айгири, может, обойдемся без вопросов? Я сам расскажу все, что надо для сюжета. Может, мне еще сходить кофе принести? Я бы не отказался. Хотя ты лучше оставайся. Если что, поправлять где-то лучше. Да, мы очень долго искали ребят для сюжета. И получилось отлично, но это не первый, не последний тарелочки, сюжет. для тортов. Тарелочки можно. Тарелочки для тортика соль захватить. Ну да, это же Golden Duff. Я бы тоже звездилась. Не знаю. Эй, Толиген, Вот, ждут. сори, тут отвлекают. Тебя там ждут. Сори. Ну, давайте созвонимся позже, я вам перезвоню. Все. Так. Сори, что заставил ждать. Давайте я скажу пару слов. Давай. Недолго, да. Я не особо силен в тостах, конечно. Не умею я говорить тосты. Вот. Когда вот за мной закрепили стажера, если честно сказать, мне не особо-то нравилось это. Да, это был какой-то дополнительный балласт. Знакомые чувства. Да. Но я нашел в себе силы все-таки просветить его в журналистские азы. Вообще-то Хотя красный я- диплом у меня. Думает, красный диплом что-то решает. Вот. Помните, какой он был? Зелененький, мелкий, ничего не знал. Вот все-таки, можно сказать, одной ногой он уже с нами. Но для меня он все-таки остается все-таки зелененьким, маленьким стажером. Слушай, Галан, веди себя серьезнее, я тебе не стажер. Тебе 35 лет. Ты сам чего добился? Как работаешь тут администратором, так и будешь работать. Вот оно что. Я уже зазвездился. Да, шеф, все готово. Да, только осталось перекинуть видео на флешку и... Что-то флешек нет. Титры, да. Какие ты скрутился? А я ведь искренне радовался за тебя, Толиген.